В Усть-Цельме отгремела горка, ради которой в старинное село Старообрядцев приехали жители многих регионов страны. Всем хотелось прикоснуться к живому памятнику старорусской культуры. Знаменитый самый большой хоровод вели сотни людей в традиционных нарядах. В 2011 году Усть-Цельмская горка была включена в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия. Елена Кононова передает с земли, где свято чтят старорусские традиции. Ради этого дня Усть-Цельмы из своих сундуков достают знаменитые традиционные костюмы, которым стоит даже 200 лет. Горочный наряд, как и свадебный, самый богатый, сшитый из дорогих тканей, сарафан на лямках, рукава, рубаха, коротенько, душегрея и обязательно пояс, без него нельзя. К месту проведения горки все направляются с песнями по двое или по трое и составляют первый хоровод. Свое место занимает и Владимир Уйба, тоже в Усть-Цельмской косоворотке. Горка – это не просто круговой танец, это сложное игровое действие, где каждый хоровод исполняется по строго определенным традициям. Всего 7 ритуальных фигур, которые выполняются в строгой последовательности. Фигура сторона на сторону – это третья фигура. Выстраиваются мужчины в один ряд, напротив них выстраиваются женщины. Ну и, конечно же, разыгрывается любовная тематика. То есть либо замужняя, либо еще про невесты, про женихов. Описывается жених, его наряд красивый, либо невеста. Одновременно участники хоровода исполняют горочные песни. 17 сюжетов, главная идея которых – любовь и брак. Гость из соседнего Кирова Сергей Бисеров значение горки изучил еще зимой, когда приезжал в Усть-Цельму. Теперь удивительную энергетику весенне-летнего обряда староверов почувствовал на себе. Я для себя уяснил 3 простые вещи. Вот то, что вот выстраивались парни, девочки. Парни – это небо. Девочки – это земля. Небеса оберегают землю. Земля – это девочки, они плоды носят. Все просто на самом деле в этой жизни, да? Когда мы выстраиваемся в круг, это солнце, которое нас греет, которое нам светит. Движения торжественные, пение слаженное и размеренное. По словам участников, в это время они чувствуют особенную гордость. Вы сегодня не в хороводе. Почему? Нет, мы были в хороводе, а там сейчас была стенка на стенку, там идут только мужчины и женщины друг на друга. А нам не хватило женихов. Да. Сотни лет назад горку проводили на возвышенности. С песнями и хороводами встречали солнце, ярило божество. В те дни к берегам Печоры приходили караваны кораблей. Был большой торг. И даже много веков спустя Усть-Цельмы бережно хранят эту традицию своих предков. Конечно, это настоящий символ района, визитная карточка республики. И сейчас уже не только республики. Вот вчера мы разговаривали вечером как раз на Петровщине с людьми, которые приехали со всей страны. Это и Ленинградская область, это и Московская область, это и юг России. Поэтому действительно сегодня это уже такое всенародное гуляние, всенародный праздник. Мурманск, Башкортостан, Киров, Великий Устюг. Сюда, чтобы соприкоснуться к живому наследию старорусской культуры, приехали сотни людей из разных уголков нашей страны. Колоритный такой праздник, замечательный. Мы приехали 2000 километров и не пожалели об этом. Вы не представляете, я вижу машины, которые едут, за рулем люди в костюмах. Идут мне навстречу мамы с детьми маленькими, все в костюмах. Боже, это такое вдохновение души, когда люди сохраняют свою традицию. Уже по традиции генеральным партнером проведения Усть-Цельмской горки стал Лукойл Коми. Только благодаря каждому из вас эта культура сохраняется. И в сегодняшний век информационных технологий, когда и географические препоны уже более или менее сняты, и когда у нас и интернет и прочие средства связи позволяют взаимодействовать со всем внешним миром, вы продолжаете бережно хранить и передавать вашему будущему, нашим будущим поколениям эту уникальнейшую культуру.
После горки праздник продолжается. Концертная программа от творческих коллективов. Жители Усть-Цыльмы и гости веселятся от души. Набирается сил перед трудовыми буднями, ведь после обрядовой горки Усть-Цылем начинается страда. Елена Кононова, Елена Красильникова, Олег Юшков, телеканал Юрган.